Акинская районная администрация Республики Бурятия инициировала проект по возрождению вымершего сайотского языка, который относится к южной группе самодийских языков. Носителями языка были сайоты, часть племен саянских самодийцев, относящихся к коренным малочисленным народам. Их численность около 5000 человек. С целью сотрудничества и разработки учебно-методического материала для изучения сайотского языка в Кызыл из Бурятии приехала делегация ученых. У нас на сегодняшний день проблема преподавания сайотского языка, проблема сохранения и развития вообще культуры сайотского этноса – это очень большая проблема. Сайоты сами, как этнос, который хотел бы далее развиваться, сохранять свой язык, они одержимы желанием учить свой язык, возродить свой язык. И вы, наверное, в курсе, что тоджинский диалект тувинского языка очень близок по своему, так сказать, строю, по грамматике. И наша задача была познакомиться именно с представителями тоджинцами. И администрация Акинского района специально отправила вот этих молодых учителей, чтобы они переняли опыт по составлению учебно-методического комплекса. Министерство образования и науки региона и Институт развития национальной школы республики готовы оказать помощь в составлении учебно-методического комплекса по преподаванию сайотского языка. Ученые договорились о сотрудничестве и предоставлении посильной помощи возрождению вымершего языка. Основная цель – это обмен опытом и, конечно же, наша помощь Института развития национальной школы, а также Министерства образования и нашей республики в составлении учебно-методического комплекса по сайотскому языку. Сайотский язык, как один из тюркских языков, является также схожим с нашим тувинским. И, конечно же, вот наша роль будет большая в подготовке и разработке учебно-методического комплекса для сайотских школ. В свою очередь, учителя Тувинского из разных школ Тувы в рамках круглого стола делятся с молодыми учителями сайотского своим опытом преподавания родного языка. Также местные научные сотрудники детально рассказали о разработках Института развития национальной школы и мероприятиях по популяризации национального языка. В этом году ввели эксперимент по Министерству образования. Приказ у нас эксперимент в первых А, первых Б классах. Это у нас эксперимент по программе тоже «Школа Россия», но у нас изучение математики и изучение окружающего мира идет на родном языке. Вот у нас в этом году ввели наш эксперимент и продолжим до обучения 4 класса. По словам заведующей кафедрой бурятской филологии Иркутского госуниверситета Елены Шарахшиновой, в Бурятии и в Иркутске в том числе учителей сайотского языка не готовят. Члены делегации побывали в Тувинском госуниверситете, где встретились со студентами филологического факультета. Как отметила кандидат филологических наук, проблем с набором именно на национальные языки в Туве не существует. В Республике Бурятия и в Иркутской области не готовят учителей сайотского языка. Я вот после встречи сегодня со студентами филологического факультета Тувинского государственного университета обратила внимание, что там действительно и ребят много, и студентов много, и они говорят на тувинском языке. И такой проблемы, как проблема набора студентов на национальную филологию, вот здесь не существует. Между тем у нас в Иркутской области, вот, например, нам набрать хотя бы 10 человек на бюджетные места – это очень большая проблема. У нас в Иркутской области особенно плохо с преподаванием родного языка. Не в смысле, что нет учебников и так далее, а нет желающих. Сегодня в мире насчитывается около 7000 разговорных языков. По мнению специалистов, каждые 14 дней умирает один язык, так как уходит из жизни последние его носители. Существует опасность, что к концу этого столетия половина из них может исчезнуть навсегда. Народ жив, пока люди знают родной язык. Айраса, Владимир Суртык, Узал Сарысарен, Тува 24.